Накануне премьер-министр Садыр Джапаров представил собравшимся депутатам свое видение состава Кабмина. И вот как будет теперь выглядеть кыргызское правительство. Артем Новиков – первый вице-премьер-министр. В правительстве Сапара Исакова он возглавлял Минэконом. Впрочем, в социальных сетях больше недовольных, чем обрадовавшихся от этого назначения. Для того, чтобы работать дворником в России, нужно знать русский язык. А для того, чтобы стать вице-премьер-министром Кыргызской республики, знать кыргызский не нужно. Равшан Сабиров – вице-премьер-министр. Возможно, и он будет курировать экономический блок. Баллотировался в 7-й созыв от партии Мекенчиль в первой десятке. В 2012 году он занимал кресло главы Минсоцразвития, был приговорен к 5 годам усиленного режима за коррупцию, но вскоре освободился по амнистии. Махсат Мамынканов – вице-премьер-министр по силовому блоку, лидер партии Чоң-Казат. Это назначение стало для многих кыргызстанцев неожиданностью. Мамынканов во время недавних волнений принимал активное участие в митинге, после которых вместе с активистами пришел в Дом правительства и сейчас вполне законно там и остался. Аида Исмаилова так и осталась на месте вице-премьер-министра по социальному блоку. Однако в обществе в ее адрес можно услышать многочисленную критику. Ее обвиняют в том, что она не справилась со своими обязанностями во время вспышки пандемии. В это время она подала в отставку и начала подготовку к выборам от партии Беремдик. Мы требуем пересмотреть в срочном порядке назначение Аиды Исмаиловой вице-премьер-министром по социальному блоку. Она подорвала доверие к власти и лично стала причиной возмущения и недовольства гражданского общества и граждан. И внесла огромный вклад в то, что люди перестали поддерживать курс президента. Теперь она подорвет власть Садыра Джапарова. На своем месте за 4 месяца она не подготовила сектор к борьбе с пандемией. Только волонтеры спасали жизни и здоровье людей. Исполняющий обязанности министром финансов назначен Каялбек Мукашев. В 2012 году Мукашев временно возглавлял Минсоцразвития. Позже он работал в Минфине, возглавлял управление планирования расходов отраслей экономики. В кресло главы Минфина Мукашев попал после беспорядков, потому что коллектив министерства выгнал оттуда прежнюю начальницу Бактыгуль Джиенбаеву. Руслана Казакбаева назначили министром иностранных дел. Казакбаев, действующий депутат 6-го созыва от партии Республика Таджурт, уже успел побывать министром иностранных дел в 2010-2012 годах. Большинство пользователей соцсетей возмущены этим назначением. Бабанов торговался вчера с Джапаровым. Казакбаев в роли МИД – доказательства. Бабанова не следует включать в ряды оппозиции и гражданских здравых сил. Разочарование. Понятно стало после последних событий. Мужик чисто за должность или за власть. Готов хоть с дьяволом идти за ручку. Почему убрали министра иностранных дел? Чингиз очень грамотный. Верните его. А вот назначение Алмазбека Бишеналиева на должность министра образования и науки общество поддерживает и считает, что Бишеналиев один из самых достойных назначенцев в Кабмине Джапарова. Алмазбек Бишеналиев преподавал внешнюю политику в Средней Азии в университете Джона Хопкинса в США и имеет несколько высших образований международных университетов. Поддерживая это решение, появилась надежда на развитие в области образования и науки в Кыргызстане. Уверена, будут наконец-то реформы, которые, естественно, будут встречать на пути сопротивления коррупционеров. Но, несмотря на это, надо развиваться, и теперь это возможно. Министром культуры, информации и туризма стал Нурджигит Кадырбеков. Это назначение, судя по мнению пользователей соцсетей, также одно из достойных. Кадырбеков возглавляет партию Иман Нуру, участвующую в выборах, а также был заместителем предыдущего министра культуры. Очень достойное назначение. Я читала, что во время тяжелого периода, которые произошли на прошлой неделе, он говорил очень толковые мысли. Вот же, оказывается, у нас есть умные, знающие кадры. Желаю успехов в работе. Сейчас в действительности в сфере образования нужны реформы. Что еще удивило общество, так это назначение Садыром Джапаровым Айбека Бусурманкулова на пост полномочного представителя правительства в Таласской области. Молодой активист не так уж и известен в обществе. Он выступал за национализацию золотого месторождения Джеруй в Таласской области. Говоря в целом о вчерашних назначениях, Садыр Джапаров привел в свой кабинет 16 новых кадров, в числе которых назначен новый министр внутренних дел, министр юстиции, здравоохранения, глава Министерства транспорта и дорог. Садыр
Эльдар Джапаров также назначил новую главу таможни, поменял нового председателя ГКПН, а также назначил полномочного представителя правительства в Нарынской области, кандидата партии Мекенчиль Сабуркула Ашимбаева. Айдуанбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.